В связи со спецификой сдачи ЕГЭ этого года Махмуд Али Калиматов призвал всех собравшихся с особым вниманием отнестись ко всем аспектам проведения итоговой аттестации. Нельзя забывать, что мы несем общую ответственность за своих учащихся и учителей. Давайте общими усилиями добьемся, чтобы экзамены в этом году прошли максимально спокойно и без нарушений, подчеркнул глава региона. В соответствии с нормативами, теми законами провести ЕГЭ. Мы можем, мы умеем. Только нужно соблюсти те правила. Я понимаю, что стресс для детей. Каждого предупредить сотрудника. Доброе отношение, потому что у него стресс. Корректно, настойчиво свою работу делаете. Это настолько серьезно, и вся ответственность, конечно, ложится на директоров. И в этот раз я хочу, чтобы вы сами разобрались в том, что нельзя допускать те вещи, которые выходят за рамки закона. Любой факт будет выявлен, саму процедуру, саму техническое состояние, отчетность и все остальное, оно должно быть в соответствии с законом. Вы мне помогаете так, когда вы делаете свою работу. Я предлагаю добиваться, идти потихоньку в одном направлении. У нас все получится. Будем помогать, будем статус учителя поднимать. Его высоко будем поднимать. До 2, 3, давайте вместе это сделаем. По словам руководителя регионального Минздрава Эсет Боковой, проведение федеральных апробаций показало высокую техническую готовность республики к государственной итоговой аттестации. В условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции ГИА в этом году проводится только для выпускников 11 классов. В связи с этим в Минобре проведена перерегистрация участников. В республике в этом году на основной этап ЕГЭ заявлено 2635 человек. Экзамены пройдут с 3 по 23 июля. Для организации и проведения ЕГЭ подготовлено 9 пунктов, включая 1 пункт на дому. Задействовано 1109 специалистов. Все площадки проведения экзамена также оборудованы системами видеонаблюдения. Удаленно за порядком будут следить 40 наблюдателей. Все пункты оборудованы в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Рассадка участников будет осуществляться с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра. Обязательными станут бесконтактные измерения температуры и санитарная обработка. В этой связи Махмуд Али Калиматов отметил, что всех участников итоговой аттестации необходимо обезопасить и полностью исключить все риски заражения вирусом. Обеспечение безопасности, я имею в виду и педагогов, и участников, детей наших, должно быть полное, с запасом, и предостережения эти должны быть восприняты. Это не шутки. Надо обязательно оберегать и детей, и себя. Эсет Бокова сообщила, что педагогическим работникам, привлекаемым к проведению ЕГЭ 2020, будет выплачена компенсация. Хадис Добривов, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиф, Рахман Цуров. Новости 24.